В Коми проводят эксперименты с выращиванием пшеницы. Первые оценки перспективным сортам отечественной селекции многолетних трав дали специалисты госсорткомиссии. За экспериментальными культурами следят в двух районах Коми – Усть-Куломском и Сызральском. Наблюдать за новыми сортами здесь будут еще 1 год. И только после этого сделают выводы, включать их или нет в госреестр сельхозкультур. Виктория Палкина оценила шансы. Урожай этого года готовят к зимовке. Семена многолетних трав нужно хорошенько просушить и очистить. Здесь специалистов Усть-Куломского сортоучастка выручает зерноочистительная машина 1987 года выпуска. Установку лишь немного модернизировали, а КПД вырос значительно. Так-то она в основном предназначена для очистки семян многолетних трав. Но сейчас, в связи с тем, что мы решето заменили, то есть можно произвести очистку как овса, так и ячменя. Для того, чтобы дать полную оценку новым сортам многолетних трав, их мало собрать. Нужно дождаться результатов зимовки. Проверить, хорошо ли они хранятся. Пока же специалисты осторожно рассказывают о первых характеристиках. У нас многолетние травы 2021 года, 2022 и 2023 года посева. И ячмень, 2 сорта мы испытываем. В этом году клевера очень себя хорошо показали. У клеверов было аж 400 центнеров сга. Вот. Ежа 2 сорта, один себя хорошо показал, другой вот не особо. На полях госсортокомиссии в Визинге проходят испытания многолетние травы московской и кировской селекции. Лето 2023 года вполне устроило зеленых гостей. А вот эксперимент с более капризными представителями сельхозфауны пока не радует. На Усть-Куломе у нас были проведены испытания и по Сызрали. Это по пшенице первый раз в этом году, да, мягкие пшеницы. Вот, в этом году она показала себя, ну, по сравнению с сортом, который у нас имеется, не очень хорошо. То есть в спелость она пришла на неделю позже, чем эталонный сорт. Уже в следующем году госсортокомиссия впервые проведет опыты с новыми отечественными сортами моркови, свеклы и капусты. Ранее научный интерес для агрономов представлял только картофель. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.